Добрый вечер. Естественно, главное событие только-только начавшейся недели – отставка правительства Республики Коми. Первая за каденцию Владимира Уйбы. Вообще это может происходить в штатном порядке, если, допустим, избран новый глава или переизбран старый глава. Это может происходить и в нештатном порядке, когда глава недоволен работой правительства, когда кабинет, по его мнению, не справился со своими задачами. Но вот что произносит Владимир Уйба. Я не хочу сказать о том, что состав правительства, который я сегодня отправил в отставку, работал плохо. Задачи были подготовить основу для вот этих очень важных и стратегических задач, которые мы должны выполнить до 2026 года. Но при этом правительство с своей задачей справилось, причем период был непростой, он, в общем, и не закончился. Это и пандемия, это и падение доходной базы республики. Тем не менее, мы в прежнем составе правительства задачи свои правительство выполнило. То есть, получается, мы имели дело с временным правительством, но никто его таковым не называл осенью 2020 года, когда оно формировалось. Тем более, что возглавить его взялся, извините за тавтологию, сам глава. Но сама практика привлечения варягов и особенно приглашения Игоря Булатова, менеджера, так сказать, широкого профиля с известным шлейфом своей жены, да еще и таким методом, когда Госсовет обводится вокруг пальца и фактически Игорь Булатов назначается председателем правительства, не мог не сыграть своей негативной роли. Фактически он вызвал тихий саботаж. А правительство просто пошло в разнос и начались сплошные отставки, причем не только предыдущего созыва, так сказать, глав, но еще и ставленников самого Владимира Уйбы. И свои вот эти варяжные министры и вице-премьеры приняли на себя таким образом все вызовы 2021 года, которые, в общем-то, не от них и зависели. Например, резкий рост цен на стройматериалы, и все остановилось медицинское строительство. Фельдшерско-акушерских пунктов, республиканские инфекционные больницы. Ковидные локдауны, соответственно, падение авиаперевозок, опять же, удорожание топлива и Комиавиатранс банкрот, а его вертолеты арестовываются. Подчеркиваю, эти факторы не зависели от того, варяги ли министры, варяги ли вице-премьеры, но они приняли этот удар на себя, а столкнулись на месте в республике с саботажем чиновников выше среднего, так сказать, звена и местных бизнесменов, которые вообще боятся всяких чужаков, а уж москвичей тем более. В обращении, с которым выступил Владимир Уйба в понедельник, поясняя свое решение, приводятся прежние грандиозные планы привлечь 200 миллиардов рублей бюджетных инвестиций на диверсификацию экономики. Для освоения теперь уже получается новыми силами. Но замечу, что осенью 2020 года, когда глава был избран как глава и начал формировать свой вот тот самый, как получается, временный кабинет, звучала ровно такая же цифра. И ровно ни на миллиметр ничего не подвинулось. Разве что были разработаны некоторые документы, которые могут дать основу для освоения этих 200 миллиардов. Если же цель именно таковая остается, то есть сумма на реальную диверсификацию экономики, то в правительстве нужны лоббисты, способные работать на уровне каких-нибудь там Газпромов, Роснефти. Но это снова явно варяги. Только теперь еще более дорогостоящие, потому что им придется иметь дело с дорогостоящими проектами. В официальном бюджете цена на рост этих услуг не заложена. Значит, придется изыскивать неофициальные расценки. Всего вам доброго.